Как вы вообще в целом прокомментируете решение Координационного центра мусульман Северного Кавказа о исключении из своего состава Исы Хамхоева? Ну, повторяю, что это не совсем красиво для нашей республики, и к этой ситуации сам подвел сам Иса Хамхоев, это однозначно, и здесь обвинять кого-то ни в коем случае нельзя. Координационный совет мусульман, в том числе все муфтии Северного Кавказа и Юга России в том числе, и Адыгеи, и Калмыкии, не раз уже с первого дня вот этого там так называемого противостояния между властью и Хамхоевым, и мне звонили, и Хамхоеву звонили, и призывали к диалогу, но публично нигде не выступали, потому что действия Хамхоева они считали как внутреннее дело республики. Они не выходили за нормы там, определенных вещей, канонов ислама, ну и так далее. Но потом наступают моменты, когда политика давлеет, и не муфтият не буду говорить, то Хамхоев, используя рычаги муфтията со своей группой окружения, выносит решение по главе республики, то в частности по мне, не соответствующие совершенно никаким нормам, стандартам ислама, шариата и так далее. И в последующем дальше больше. Одобряет митинги, и еще больше выступает организатором сам и его же окружение. Дальше еще больше. Начинает привлекать к шариату чиновников. Не только депутатов, но и одного главу администрации отвлекли, там того отвлекли. И громкие заявления Исы Хамхоева на шариатском суде, где он сам тоже присутствует, о том, что мы сейчас будем все держать на контроле, и любое лишение власти будем разбирать через шариатский суд. Конечно, это покусительство, я так считаю, на шариат, на шариатский суд. Это заметили богословы не только Северного Кавказа, но и богословы там других регионов страны в том числе. И опять же, ему были сигналы, что это делать нельзя, что это неправильно. Выступление любого священнослужителя, который с критикой в республике выступает против действий, считает, что он сторонник Евкурова, а не сторонник ислама, не сторонник религии. Вот эти заблуждения, которые некоторые наши священнослужители допускают в своих там толкованиях, конечно, не совсем хорошие. И поэтому и было принято такое решение, когда уже на депутатов уже покусились. Как можно там депутат имеет право голоса, его вытягивают на шариатский суд. Хотя те, кто приглашает тех же депутатов на шариатский суд, их самих надо пригласить на шариатский суд, чтобы они честно признались, а как они, какую сторону изначально занимали. Да, вот. Но опять же, ну, согласитесь, любого человека можно приглашать, там, и того же Хамхоева, может, тех же других можно пригласить на шариатские суды по каким-то там давнишним временам, напомнить там и приглашать, заставлять клясться. А к чему это приведет? Это называется игра шариатским судом. С шариатом так нельзя поступать. Аллах метали вашел, что хакаштал. Дынцы шариат хакаштал, хоздats, диктats. В первую очередь злор дидер Иса Шивы, Адахман бы, Кабарыш бы, злор дидер. А ради политической там выгоды или политики хожмади адла дорогие. Ахар куаш ердады, уажиды, о ердады, о через шары ердады, алисай. Ирч камялдус, зачем? Камялдус. Шарицани хакаш для халдишац, вышел дел дишац, камялды. Шарманис. Чакдуда сам шарит, совсем калаш. Вот поэтому, конечно, муфтий Северного Кавказа, Координационный совет принял такое решение. И это раз. Второе, если у Хамхоева приглашали, то почему он не поехал? Ему надо было поехать. Если говорит, что кто-то не приехал, критикует и хочет сказать, что кто-то там, кого-то надо отречь от чего-то, потому что он на шариат не пришел, почему сам не поехал? Тем более ехать не куда-то, а ехать к своим коллегам. Ну, приезжай, объясни людям. Они же твои коллеги, вы же вместе работали. Объясни, расскажи ситуацию. Если ты прав, то иди, чего бояться-то? Не поехал. Это тоже неуважение к
своим коллегам, к муфтиям. Там нет никакой политики. Просто эти и муфти, и другие священнослужители, мне так кажется, должны этому давать оценку. Нельзя позволять шариатам так относиться. Еще раз подчеркиваю, ни разу муфти публично в нашу вот эту историю Ингушетии не вмешивались. Насколько это истина, не истина, это там священнослужители лучше знают. Ну вот посыл вот такой был для Хамхоева. Ну, это плохой сигнал для республики в целом. И не надо здесь, тем я сейчас обращаюсь к окружению Хамхоева, ну, надо, во-первых, не между мной и Хамхоевым быть, а надо быть с шариатом, с канонами ислама, которые вы изучали, изучаете. И просто признайте сегодня, что так нельзя делать, и остановитесь. И в этом случае не занимайтесь политикой, а занимайтесь религией. Я думаю, что в этом случае ситуация до сегодняшнего дня не дошла бы.